Сергей Степашин и Константин Цицин сразу после прилета направились к новому 120-квартирному жилому дому по улице Упсунурская, 6. Здесь они приняли участие в торжественной церемонии передачи ключей от квартир новоселам. Сегодняшнее событие, мы с вами знаем, оно очень долгожданное, потому что те дома, в которых мы с вами живем, они давным-давно пришли в обветшалость, ветхость, аварийность. Это правда. Поэтому мы и спешим побыстрее зайти в те дома, которых плюс-минус уже готовы. Также глава Тувы отметил, что в новом доме созданы все условия для переезда новоселов, кроме горячей воды. Эту проблему строители должны решить в кратчайшие сроки. Когда у нас горячая вода будет? Ну, горячая вода у нас неделю, правильно, да? Да. Через неделю? Да. Точно? Иди сюда. Вот, знаете руководителя? Вот через неделю у вас будет горячая вода. Договорились? Сергей Степашин поздравил казалчан с новосельем. Я вас хочу поздравить с этим событием. И очень бы хотелось, дорогие друзья мои, чтобы дома, в которые вы переезжали, были связаны не только с проблемами с сейсмикой, но и просто строились для людей, которые нуждаются в нормальном человеческом жилье. Увы, Тыва у нас сегодня занимает не первое место по качеству переселения из аварийного жилья. Мы по этому поводу сюда сейчас и приехали, скажу вам честно и откровенно. И будем делать все, чтобы в Тыве в течение года, следующего года, ну, может быть, 18 зацепим, проблема переселения из аварийного жилья была решена. Деньги для этого в Москве есть. Строители, я посмотрю, у вас есть. Президент у вас, руководитель республики, есть. Поддержка в Москве тоже есть, вы знаете от кого. Поэтому давайте, друзья мои, поздравляю вас. Позволим себе поздравить через год и всех остальных граждан Кызыла и Республика Тыва. Ключи от новой трехкомнатной квартиры получила и Галина Тавокина, проживавшая ранее в старом двухэтажном доме по улице Дружбы, 41. Женщина признается, что очень счастлива, потому что ждала этого дня больше 10 лет. Очень понравилось, супер! Огромное спасибо, даже и низкий поклон. Огромное спасибо от имени всех жильцов. Вторым пунктом маршрута представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ стал многоквартирный дом по улице Дружбы 1/2, который строители сдадут под ключ в декабре этого года. Сергей Степашин и Константин Цицин внимательно осмотрели все комнаты одной из квартир и остались довольны увиденным. Хороший проект. Ну, это здесь уже контуры, да? Нет, смотрите, прихожая какая. Тут же можно и шкафы, и антресоли, все что угодно. Далее гости направились в соседний, уже заселенный дом. Эта двухэтажка по Дружбе 3/2 была сдана в эксплуатацию в декабре 2012 года. Сергей Степашин зашел в одну из квартир и пообщался с жильцами. Колонка на улице была, туда тоже ходить, по большому правилу тоже в туалет было. А сейчас живи да радуйся. Осмотрев дом, Сергей Степашин заметил, что планировка комнат неудобная. Мы сейчас зашли в квартиру, тепло нормально, более-менее лежит, но планировка. Заходишь справа, сразу спальня. Также в рамках программы визита состоялось награждение Кызылского дома знаком отличия знак качества ЖКХ и передача таблички «Дом образцового содержания». Этой чести удостоился многоквартирник по улице Красных Партизан, 1. Ну, во-первых, я хочу вас поздравить, особенно вам спасибо огромное сказать. Мы сейчас вручены знаки отличия. И то, что сегодня мы первый дом образцового содержания открываем здесь в республике. Вчера мы открыли 50 в нашей стране, всего-навсего 50 домов таких в стране. Вчера открыли в Красноярске, вот сегодня 51-й здесь, в Кызыле у вас. Так что я вас хочу с этим поздравить, на самом деле. Подводя итоги визита, Сергей Степашин подчеркнул, что проблема реализации федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Туве есть, и она решится до конца 2017 года. Такая задача поставлена перед руководством республики. Цели две. Воочию еще раз посмотреть самому, что есть и что можем. Вот вторая часть мне больше понравилась. И более того, мы определились, постоянно люди с фонда будут находиться здесь. Мы не контролеры. Мы несем взаимную, одинаковую перед законом, президентом и перед главными гражданами ответственность. Вместе и будем отвечать, если сорвем эту программу. Глава Тувы Шолбан Караул поблагодарил представителей фонда ЖКХ за поддержку региона. На самом деле, вы знаете, я с сожалением могу сказать, что многие вопросы, проблемы, они здесь, в Туве. Мы не справляемся с теми задачами, которые на себя взвалили и подписались. Это не только вопросы объективные, это тоже надо признать. Я не случайно принял решение по поводу отставки должностных лиц правительства. Но сейчас мы находимся на стадии, где уже отступать некуда.
дальше двигаться нужно. И когда нам говорят руководители, которые приезжают из Москвы и говорят, мы готовы и дальше вас поддерживать, в особенности проблемах, там, скажем, отсутствия тепла и каких-то инфраструктурных проблем, даже готовы вам на котельную выделить деньги, то, что вы сейчас услышали, для меня это большая поддержка. Не только вот чисто такая, знаете, но и моральная поддержка. Я окрылен вот таким вот позицией. В Кызыле ведется строительство 16 многоквартирных домов по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Всего около 42 тысяч квадратных метров. Чинчика Шпыкол, Алексей Филиппов, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век».